Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Опубликованы кадры, снятые на мобильные телефоны внутри ночного гей-клуба в Орландо в момент бойни. Все снимавшие погибли, а западные СМИ сообщают, что сам стрелок Умар Матин, скорее всего, был гомосексуалистом. Я не знаю, где мой сын. Может быть, он ранен, может, мертв. Никто не знает. Наводнение в Чуйской долине. Из-за аномальной жары стремительно тают ледники в Кыргызских горах. Река Чу вышла из берегов, затоплены поля, размыла трассу в Бишкек. Если мост снесет, не знаю, что будет. Вода уже размывает его. Посмотрите. Жизнь после террористических атак. Казахстанский Актобе в осаде спецслужб. Специальный репортаж корреспондента Азаты Саната Урналиева. Так, где его увидели, где что, я ничего не знаю, что его вот это... Пока французские спецслужбы сражаются с российскими футбольными хулиганами, террорист из ИГИЛ совершил дерзкое убийство полицейских в Париже. В Маньянвилле вчера произошел откровенный акт терроризма. Ребенка твоего вытащим. И детям твоим будет крындец полный. Коллекторы хуже бандитов. Нападения, захваты заложников, вымогательство и шантаж. Расследование Екатерины Пономаревой о методах взыскания просроченных банковских кредитов в российской глубинке. Смотрю, там кирпич лежит, разбитое окно. Верховный суд Таджикистана вынес приговоры еще нескольким соратникам мятежного генерала Абдухалима Назарзода. К пожизненному заключению приговорены двое его сподвижников по прошлогоднему мятежу. Это Садриддин Нематов, Сираджа Одинаев, а третий подсудимый Амрулло Нуров получил 23 года лишения свободы. Об этом сообщили родственники осужденных. Имена других приговоренных неизвестны, так как суд проходит в режиме строжайшей секретности. Напомним, что сам генерал Назарзода был убит в сентябре прошлого года во время событий, которые власти называют попыткой вооруженного переворота. Власти засекретили все материалы и информацию по мятежу бывшего заместителя министра обороны, поэтому до сих пор никто не может составить точной картины происходившего. Подавление мятежа закончилось спецоперацией в Рамитском ущелье неподалеку от Душанбе, в ходе которой большинство сторонников Назарзода были уничтожены верными президенту Рахмону спецподразделениями. Впоследствии в поддержке мятежников были обвинены все лидеры Исламской партии Возрождения Таджикистана, и недавно суд вынес большинству из них суровые приговоры. Чуйской долине грозит затопление. Из-за жаркой погоды началось стремительное таяние ледников Кыргызстана. Река Чу переполнилась и вышла из берегов, разрушая инфраструктуру и затапливая сельхозугодья. Размыта даже республиканская трасса в Бишкек. Шавкат Тургаев о том, как местное население и МЧС пытаются сдержать большую воду. Глава Чункиминской сельской управы Телегин Аманов за всю свою жизнь не видел так много воды в реке Чу. В данный момент 51-52 куб воды в секунду идет. А раньше сколько было? А раньше максимум до 25 доходило. Большая вода в Чу пришла неделю назад. Обильные осадки и резкое потепление, вызвавшие таяние ледников, наводнили самую большую реку в северном регионе страны. Под угрозой размыва оказались дома, сельхозугодия, мосты и дороги. В данный момент идет угроза на том берегу. Там около 20 домов, проживает около 25 семей. И кроме этого, угроза этому мосту идет сейчас. Впервые за последние полвека уровень воды в реке Чу увеличился более чем в 2 раза. Этот мост, построенный 2 года назад, могло бы просто-напросто смыть огромным потоком воды, если бы местные жители и спасатели вовремя не спохватились и не начали укреплять русло реки. Спасать мост сельчане поначалу начали собственными силами. Если мост снесет, не знаю, что будет. Нам этот мост построили, вода уже размывает его. Посмотрите. Когда ситуация приблизилась к критической, обратились за помощью в МЧС. Спасатели подогнали технику и укрепили наиболее уязвимые участки русла. Под угрозой сейчас стоят сельхозугодия, жилые дома, сараи и мосты, ведущие к Ашарам. В настоящее время население проводится работы, берегоукрепительные работы, а также привлечены силы МЧС, задействовано 2 единицы ХОВа, 1 экскаватор, 1 погрузчик. Этот мост для местных жителей – единственная переправа на противоположный берег. По ту сторону люди засели поля, выращивают овощи, держат скотину в кошарах. Если вода разрушит мост, они понесут большие убытки. Около 1000 гектаров здесь. Есть орошаемые пашни, поливные, багара, сенокос и пастбища. Между тем, на нескольких участках стратегической трассы Бишкек-Иссыкуль вода вплотную подошла к магистрали, а кое-где ее частично разрушила. Спасателям удалось ликвидировать опасность, но работы по укреплению русла реки Чу будут продолжены, обещают в МЧС.
Но мы планируем сейчас провести на уязвимых, потенциально опасных участках, в первую очередь, обследование, провести предупредительные работы, проводим работу с населением. Уровень воды в реке и сегодня остается критическим. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время таяние ледников будет интенсивным, ожидаются ливни. Поэтому говорить о том, что вода пойдет на убыль, не приходится. По всей вероятности, угроза чрезвычайных ситуаций сохранится. Шавкат Тургаев, Азат Пантумаков. В настоящее время Чуйская область, Кыргызстан. В соседнем Казахстане, в предгорьях Тянь-Шаня, проливные дожди привели к тому, что мелкие речки в окрестностях Алма-Аты также вышли из берегов. Вот уже несколько дней жители южной столицы Казахстана публикуют любительские видео, на которых видно, как горные реки, которые проходят через город, превратились в мощные потоки. Из некоторых районов Алма-Аты жители сообщают об угрозе селей. В сети появились новые кадры террористических нападений в западно-казахстанском городе Актобе. В частности, это видео камер наружного наблюдения во время нападения на войсковую часть Национальной гвардии. Эти кадры распространяет казахстанский телеканал КТК. Также в интернет выложены новые любительские съемки той же атаки. Вы как раз видите эти кадры, снятые из окна одного из близстоящих домов. На них автобус, остановившийся в воротах воинской части, слышны выстрелы и видно, как военнослужащие спешат на подмогу своим товарищам. А это начало нападения, снятое камерами наружного наблюдения. Видно, что преступников как минимум 1,5 десятка. Все они вооружены и очень уверенно двигаются по направлению к оружейным складам. Между тем, глава МВД Казахстана Калмуханбет Касымов провел в столице республики Астане большую отчетную встречу с общественностью и журналистами, на которой он сообщил о точном количестве нападавших, их мотивах и боевой подготовке. Министр внутренних дел уверенно заявил, что все нападавшие были джихадистами. В своем выступлении Касымов называл большое количество разных цифр. Но, как уже заметили пользователи казахстанского интернета, если произвести несложные арифметические действия, то цифры не сходятся. Количество их было уже установлено 45. Но когда они объявили джихад и вышли из квартиры, то 19 человек отказались. Мы их сейчас всех установили, допрашивают. 29 человек, которые согласились, пошли. По дороге еще 3 человека отказались. Подошли к магазину, мы по видеокамерам видим, что в магазин зашли 25. Еще один, отказавшись от дальнейшего совершения преступления, ушел. 25 человек участвовало в преступлении. Заявление министра внутренних дел прозвучало сразу же после выступления заместителя главы Комитета национальной безопасности республики Нургали Белизбекова. На встрече с журналистами в Астане он обещал журналистам раскрыть все детали событий, но только после полного расследования. И получается, что глава МВД уже это сделал, не дожидаясь окончания следствия. И по итогам расследования уголовного дела по акту терроризма, вы понимаете, объем работы очень большой, но мы в установленном сроком Уголовно-процессуальным кодексом сроки завершим расследование и дадим обширную информацию средствам массовой информации, общественности о данном акте терроризма. Это не первый случай, когда казахстанские МВД и КНБ публично опровергали друг друга по поводу событий в Актобе. В начале прошлой недели, во время встречи с президентом Назарбаевым, председатель КНБ доложил главе государства, что террористы обстреляли детский лагерь. В тот же момент его слова были опровергнуты Министерством внутренних дел, и пресс-службе главы государства пришлось удалять запись встречи из всех правительственных аккаунтов и блокировать ее на телевидении. Наблюдатели считают, что оба ведомства допустили серьезные просчеты в борьбе с терроризмом и теперь подставляют друг друга перед Назарбаевым, чтобы избежать ответственности. Все последние 10 дней западно-казахстанский Актобе живет практически в осаде. После произошедших атак в город были введены значительные силы спецподразделений республики. Улицы наводнены агентами спецслужб в штатском. Корреспондент радио «Азатык» Санат Урналиев об атмосфере, царившей в городе всю минувшую неделю, о спецоперациях и о том, кем были нападавшие. В доме по адресу Некрасова, 79, в старой части города только что завершилась спецоперация по ликвидации подозреваемых в нападении на город 5 июня. Полиция прогоняет журналистов и зевак, пытающихся узнать подробности. Да, отойдите, пожалуйста. Да, ребят, потом узнаете. Эвакуированные жильцы дома рассказывают, что перед штурмом квартиры засевших в ней мужчин уговаривали сдаться добровольно. Перестрелка была примерно в 3 часа ночи.
Те, кто штурмовал, уговаривали находящихся в квартире, чтобы они добровольно сдались. Говорили, что им ничего не сделают. Я отчетливо слышала, как из квартиры кричали «Аллах Акбар». Позже спецслужбы огласят трагические итоги самой масштабной антитеррористической операции в истории Казахстана, которая длилась неделю. Убито 18 подозреваемых, от рук которых погибло 4 гражданских и 3 военных. После прогремевших на весь мир выстрелов Актубе кишит полицией, военными и спецназовцами. Сниженный до умеренного после ликвидации боевиков уровень террористической угрозы все еще позволяет силовикам осматривать любой подозрительный транспорт. Смотри, вот так вот ставим. Местный журналист Дмитрий Матвеев показывает место перестрелки у оружейного магазина «Паллада». Здесь боевики вооружились, убив при этом продавца, охранника и пенсионера, который оказался не в том месте и не в то время. Затем вооруженные молодые люди разделились на 2 группы. Одна угнала патрульную полицейскую машину и ограбила еще один оружейный магазин «Пантера». Вторая группа захватила пассажирский автобус и протаранила ворота воинской части Национальной гвардии. Народ пытается сейчас убедить в том, что это радикалы, это ваххабисты. У народа складывается такое впечатление, что власть знает, почему это произошло, но народу что-то не договаривают. В этой старенькой многоквартирной двухэтажке по улице Киселева жил 29-летний Дархан Койшин. По этим лестницам Дархан поднимался каждый день, пока не был убит в перестрелке с полицией 5 июня. Мать Дархана, Зауреш, видела сына в последний раз на видео с камер наблюдения, распространенное в сети. Узнал его, он растерянно бегает, не знает, что делать. А где его убить, где что, я ничего не знаю, знаю, что его вот это... У Дархана остались 3 сыновей, старшему 4 года, младшему 10 месяцев. Разговор с матерью обрывают вернувшиеся с улицы невестка и дочь. Взорвали, убили, это все, если террористы были. Они не террористы. Все, до свидания. До свидания. Попытки найти родственников остальных убитых парней не увенчались успехом. По адресам, указанных в ориентировках полиции, никто не открывает дверей. Центральная мечеть Ахтубе Нур-Касыр или Светлый век. Народ спешит на первый после трагических событий пятничный намаз. Сегодняшняя проповедь посвящена Корану, священной книге мусульман, смысл которой каждый из прихожан понимает по-своему. Аллаху Акбар. Далее в программе. Опубликованы кадры, снятые на мобильные телефоны внутри ночного гей-клуба в Орландо в момент бойни. Все снимавшие погибли, а западные СМИ сообщают, что сам стрелок Умар Матин, скорее всего, был гомосексуалистом. Я не знаю, где мой сын. Может быть, он ранен, может, мертв. Никто не знает. Пока французские спецслужбы сражаются с российскими футбольными хулиганами, террорист из ИГИЛ совершил дерзкое убийство полицейских в Париже. В Маньянвилле вчера произошел откровенный акт терроризма. Ребенка твоего вытащим, и детям твоим будет крындец полный. Коллекторы хуже бандитов. Нападения, захваты заложников, вымогательство и шантаж. Расследование Екатерины Пономаревой о методах взыскания просроченных банковских кредитов в российской глубинке. Смотрю, там кирпич лежит, разбитое окно. Во Франции объявили откровенным терактом убийство полицейского и его жены в пригороде Парижа. Ответственность за это нападение уже взяло на себя террористическое исламское государство. Человек, совершивший убийство, был застрелен в перестрелке с полицией. Установлено имя террориста – Ля-Руси Аббала. Недавно он был приговорен к 3 годам тюрьмы за связи с преступной группой, готовившей теракты. Но в тюрьме он провел только полгода и был выпущен за примерное поведение. Источники, близкие к расследованию, сообщают, что Аббала во время нападения кричал «Аллаху Акбар» и заявлял о своей принадлежности к группировке ИГИЛ. Это первый случай террористического нападения на территории Франции с прошлого ноября, когда в терактах в Париже погибли 130 человек. В Маньянвилле был совершен откровенный акт терроризма. Были захвачены и убиты полицейские офицеры, его жена, которая также была служащей в полицейском участке в департаменте Ивелин. Между тем, значительные силы французской полиции и спецслужб вместо того, чтобы выявлять террористов, отвлечены на борьбу с группировками футбольных фанатов из России и других стран. Сегодня французские полицейские блокировали автобус с российскими болельщиками на подъезде к городу Лиль, где должна пройти очередная игра с участием сборной России, и заявили им, что болельщики будут немедленно депортированы из Франции за участие в массовых беспорядках в Марселе.
После массовых драк английских и российских болельщиков накануне и во время встречи сборных Англии и России УЕФА вынесла решение об условной дисквалификации российской команды. Это означает, что любая попытка российских футбольных фанатов устроить драку на стадионе тут же автоматически приведет к отстранению российских футболистов от дальнейшего участия в чемпионате Европы. В УЕФА заявили, они оценивают только поведение болельщиков на стадионах, а то, что делали футбольные хулиганы обеих стран на улицах Марселя, должна оценить полиция. Новые подробности расследования трагедии в американском Орландо, где американец афганского происхождения убил и ранил в ночном гей-клубе более 100 человек. Как оказалось, Амар Матин, так звали стрелка, уничтоженного полицией, был завсегдатаем этого гей-заведения. Его опознали многие выжившие посетители клуба. С их слов, он приходил в клуб в течение 4 лет, был дружелюбен и имел близкие отношения с некоторыми геями и лесбиянками. Отчасти гомосексуальность стрелка подтверждает его бывшая жена, которая утверждает, что отец Умара неоднократно в припадке гнева называл его гомосексуалистом. Тем временем опубликованы кадры с мобильных телефонов, снятые во время расстрела. Все авторы этих видео погибли. А это кадры, снятые также внутри клуба камерой наблюдения. Звук, записанный камерой, дает представление об интенсивности огня, который вел по посетителям убийца. События в Орландо не только потрясли жителей Соединенных Штатов, но и, по всей видимости, окажут серьезное влияние на избирательную кампанию. Основные претенденты на пост президента США уже высказались на эту тему. Мы не можем продолжать процесс, когда тысячи и тысячи людей вливаются в нашу страну, многие из которых имеют такой же образ мыслей, как этот дикий убийца. Многие принципы радикального ислама несовместимы с западными ценностями и институтами. Террорист из Орландо может быть мертв, но вирус, которым был отравлен его разум, остается живым. Мы должны атаковать его с ясными глазами, твердыми руками, непоколебимой решимостью и гордостью за нашу страну и наши ценности. В Свердловской области коллекторы разбили окно в квартире беременной женщины и угрожали ей поджогом. В Челябинске кредиторы продолжают обстреливать окна должников. А в Тюмени коллекторы парализовали работу спеццентра. Во всех этих случаях полиция оказалась практически бессильна. Екатерина Пономарева о методах взыскания просроченных кредитов в России. Часов 12. Слышу резкий стук такой. Думала, кот уронил стол. Повертела головой по сторонам. Смотрю, там кирпич лежит, разбитое окно. 12-летняя Катя рассказывает, как в их квартире коллекторы выбили окно, чтобы выбить долг из ее беременной мамы. Татьяна Ляхова говорит, кредит в микрофинансовой конторе взял ее бывший муж с год назад. Оформлял займ на кухне ее квартиры. Офиса у компании нет, выезжают на дом. Уже 3-й месяц спокойной жизни семья не знает. Татьяне угрожают, обещают поджечь дверь. Я им объясняю, что я сейчас нахожусь в таком положении, что мне и так не очень-то хорошо, что у меня маленький ребенок в квартире находится. Они говорят, и ребенка твоего вытащим, и детям твоим будет крындец полный тут придет. И все равно ты будешь платить. Вот у них одни какие-то вот эти вот фразы: ты будешь платить, ты будешь платить. Пока мы беседуем с Татьяной, ей на телефон снова звонят. Девушка на том конце трубки объясняет, бывший муж женщины просрочил пару платежей, долг вырос почти вдвое. Сам он пропал. Чтобы не работать себе в убыток, микрокредитная контора продала договор коллекторам с адресом женщины. А они, чтобы получить свой барыш от сделки, буквально выбивают из людей деньги, как в 90-е. Угрожают соседям, пишут на стенах подъезда и стабильно пару раз в день давят на нервы беременной женщины по телефону. Вместе со своими бандитами вы приезжаете. С обычными бандитами, которые мне угрожают, которые мне говорят, мы подождем тебя сейчас в квартире, которые мне кричат, смазывай свою задницу вазелином. Ну я что вам могу сказать? Начинайте платить, чем быстрее. Почему должна платить я? Потому что это вы разрешили в вашей собственности оформить займ. Работали ООО «Домашние деньги», заместитель начальника службы экономической безопасности. Да, верно.
Это уже Челябинск. За решеткой работник той самой компании, что терроризирует Наталью. Его обвиняют в разбойном нападении. Антон Гилко, требуя расплаты, прострелил должнику из травматического пистолета плечо. Пострадавший не ходит в суд, избегает камер. Слово за него держит адвокат. Говорит, деньги мужчина брал на лечение матери. Потом начались проблемы с работой. Платить не отказывался. Просил кредиторов о разумной рассрочке долга. Ему начали там бычки кидать на порог. Он попросил убрать. Ну, в дальнейшем в словесной перепалке произошел вот такой вот конфликт. То есть он достал пистолет и произвел выстрел непосредственно в плечо, попал. После ранения мужчина не может работать совсем. Он строитель и сейчас остался буквально без рук. Жена после этой истории взяла ребенка и от него ушла. Несмотря на следствие, мужчине продолжают поступать угрозы, а адвокат коллектора просит его пожалеть и отпустить до приговора под домашний арест. Те доводы, которые приведены, надуманы. Обвиняемые имеют устойчивые социальные связи, супруга, малолетний ребенок. В Тюмени пару недель назад звонками парализовали работу спеццентра. Требовали руководства уволить медсестру-должницу. Без связи с врачами на 2 суток остались сотни пациентов. Прокуратура все еще ищет виновных. Также в Челябинске полгода назад блокировали работу региональной больницы. Звонили, разыскивая должника несколько дней подряд, занимая все линии связи. Виновных полиция так и не нашла. Звонки в Челябинскую клинику прекратили только после огласки в СМИ. Все кабинеты режимные и операционные, они взаимосвязаны по телефонной связи. Все, эта информация была блокирована, и мы не могли, в общем-то, выполнять свою плановую работу экстренную. По сути, руки у коллекторов полностью развязаны. В России нет закона, который бы регламентировал их работу. Коллекторство, даже как вид деятельности, не зарегистрирован. А рассмотрение законопроекта о таких конторах Госдума слово отложила из-за большого количества поправок. От них можно избавиться только через официальную регистрацию и официальное лицензирование факторинговой, фактически коллекторской, то бишь факторинговой деятельности. И в Уголовном кодексе нет статьи, которая бы наказывала их жестокие методы работы. Поэтому у беременной Татьяны в полиции даже заявление не приняли. Сказали, что еще доказать нужно, кто разбил ей окно. А звонки с угрозами на уголовное дело не тянут. Вот если что посерьезнее случится, что точно потянет на статью, тогда обращайтесь. Екатерина Пономарева, «Настоящего времени». В Душанбе в дни священного месяца Рамадан малоимущим раздают бесплатно хлеб по 1 буханке на семью. Если же семья многодетная, то 2 буханки хлеба. Малоимущие жители города благодарят Аллаха и тех, кто организовал эту раздачу. Они говорят, что живут в плохих условиях и очень нуждаются в подобной помощи. Рамадан будет длиться до 5 июля. В этот месяц положено не только молиться, но и совершать добрые дела. В этом священном месяце Рамадан делать благое дело, если даже оно маленькое, это хорошо, это достойно похвалы. У нас, малоимущих, условия не самые хорошие. Спасибо большое за такую помощь. Сколько бы ее ни было, мы благодарны Богу. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте KarenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.